как-то чувствуется, что к тебе как-то, уже изначально снисходительно относятся, хорошо относятся. Я не могу это рассказать, было, конечно. Ну, может, мне в лицо никто не говорил этого, может, они чувствовали что-то такое, а так я нет. Всем привет, я Валентина Варламова, это проект «Из первых уст». В этом выпуске мы узнаем, как прошли школьные годы учительских детей и каково это учиться у своей мамы. Интересно? Оставайтесь. Желаю приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Саша, моя мама учитель начальных классов. В первый класс я пошла к ней, моя мама мой первый учитель. Мама имеет стаж более 30 лет. Всем привет, меня зовут Сергей Сипцов, я учился у своей мамы. Моя мама учитель биологии и химии и по зам директора по воспитательной работе. Стаж работы, не знаю, где-то 20 лет плюс-минус, точно сказать не могу. Всем привет, меня зовут Ира Степанова. Моя мама работает учителем информатики и математики. Ее стаж работы больше 20 лет. Она учила у нас предмет информатику. Да, конечно, мама в школе и мама дома – это вообще два разных человека. Для меня мама в школе – это в первую очередь Виктория Васильевна. Мама в школе, я даже в школе маму, например, мамой называла. Потому что Раиса Александровна как-то было некомфортно, что ли, называть маму. А дома мама – это мама. Обычно, как семья себя ведем. Она мне особо ничего там про учебу никогда и не говорила. У меня не было вообще проблем с учебой, чтобы там мама как-то учителя включала дома. Вот. Так что все было, как мама есть мама. Да, это два абсолютно разных человека, потому что моя мама нежная, добрая, а когда она включает учителя, она превращается в очень строгую женщину. Да, конечно, было не без этого и со стороны учителей, и со стороны прочего общества всегда была фраза: «Ты же дочь учителя». И вот с этим клеймом я шла 11 лет. Да, таких примеров, по идее, много. Короче, один пример из моей жизни. Подошла одна женщина у меня на родине, сказала, что, предложила, чтобы я собрал ребят и чтобы мы отремонтировали тротуар. И в конце она прибавила, тем более мы, дети учителей, вы как пример должны, что заделать. Было пару раз, особенно в школе, когда себя не совсем хорошо ведешь, или там что-то, бывает такое, не всегда хочешь выполнять какую-то домашнюю работу, сразу начинается там учуталка, и так себя ведешь, плохо себя ведешь и так далее. А так, в принципе, нет. Да, были моменты, даже могу на примере рассказать. Я в школе хорошо училась, закончила школу серебряной медалью, и тем не менее у моих одноклассников складывалось мнение, что мама договорилась. Хотя это, конечно, абсурд был. Да, было со стороны одноклассников вот такое мнение. Думаю, и это было со стороны их родителей. Привет одноклассникам. Лично я нет. По крайней мере, не чувствовалось. Все были как будто на одинаковом уровне. Может, мне в лицо никто не говорил этого, может, они чувствовали что-то такое. А так я нет, вроде было все нормально. Было, конечно. Когда ты ребенок учителя, тебя не особо любят. Уважения там в принципе тоже никакого быть не может. И как-то сразу предвзятое отношение в плане, что, например, ты что-то сделал хорошо, и все такие: да, на 100% сделает хорошо. Она же там учительский ребенок, она все знает и так далее. Вот. В этом плане предвзятость была. И в классе проблемы тоже были, но это такие незначительные проблемы. Не такие проблемы, с которыми там невозможно пережить и так далее. Или которые как-то след оставляют после себя. Нормально было. Мне кажется, я никогда не ставила маму
неловкое положение, потому что я была прилежным учеником, я хорошо училась, поэтому я думаю, нет. Ну, в принципе, я себя вел сдержанно в обществе, чтобы не было никаких таких вопросов. Нет, не сказывалось, потому что, мне кажется, репутация учителя немножко из других вещей строится. Вот, поэтому, да, я себя никогда особо плохо не вела. Вот, хорошо училась, все вовремя делала, проблем не создавала. Вот. Да, даже если бы что-то сделала, мама бы, ну, как сказать, да и мама бы ничего мне не сделала, и маме бы ничего за это не было, поэтому все нормально. Вообще, я не хочу разглашать данную информацию, но скажу, да, было. Было дело, не так часто, но та ситуация требовала этого момента. Вот так вот. А в моем личном примере такого не было, потому что мамины подруги меня не учили. Если честно, то, конечно, были. Ну, как-то чувствуется, что к тебе как-то, ну, уже изначально снисходительно относятся, хорошо относятся, как-то могут кое-что простить. Да, сложно. Наверное, каждый ребенок, я вот вспоминаю начальную школу. Когда ты маленький, ты, конечно же, если тебе что-то непонятно, ты бежишь к маме с вопросами. И получалось так, что мама настолько уставала на работе, уставала от этих вопросов, от того, что она кому-то постоянно все объясняет. И иногда у нас эти моменты доходили до того, что я уже переставала обращаться к маме и делала все сама. Но, с одной стороны, меня это закалило. И я вот, честно говоря, не помню, чтобы я обращалась к маме за помощью так часто, как хотелось бы, да, как должно быть, как у многих было. Я стала самостоятельной. Да, конечно, сложно, потому что общество все равно навешивает, ну, ярлыки на учителей и на их детей, то есть на нас. Нет, не сложно быть ребенком учителя. Вообще, в целом, быть ребенком достаточно сложно. Это, ну, ни на что не влияет, на меня уж точно. Вот. Наоборот, я считаю, что быть ребенком учителя – это даже в некоторых моментах преимущество. Главное с этим преимуществом правильно пользоваться. Вот. Потому что у тебя всегда дома, даже если ты чего-то не знаешь, чего-то не успеваешь, у тебя дома есть учитель, который всегда тебе поможет, подскажет. Но это, конечно, еще зависит от того, какой у тебя родитель. Это тоже очень важно. Вот. Поэтому я отношусь к этому больше как к преимуществу. Во-первых, у меня нет такого желания быть учителем, потому что это достаточно, мне кажется, серьезно и сложно. Учителем должен становиться человек прям по призванию, я считаю, потому что с детьми работать – это огромная ответственность. И вот вообще их понимать, потому что иногда своих-то особо не понимаешь. Тут не то, что чужих. Вот. Поэтому я знаю, каково это быть учительским ребенком, когда мама приходит с работы, и после работы у нее продолжается еще работа. Она сидит до вечера, до ночи, готовит всякие методички, какие-то поурочные планы, куча всего, потом подготовка к контрольным, она сама все это решает, все это готовит. Потом еще какие-то внеклассные мероприятия должна подготовить, в общем, и при этом успеть еще все домашние дела сделать. Поэтому как-то учителем быть это сложно. Это реально призвание. Вот. Это должна быть душа лежать прям. Ну, я уже с детства себе сказал, что профессия явно не моя, потому что я видел, как каждый день мама отдавалась своей работе, уставала, так скажем. И, ну, это явно не мое. Во-первых, потому что это не мое, я вообще не гуманитарий, я любила всегда точные науки, и потом все-таки быть учителем – это какой-то некий дар, это нужно уметь. Даже есть преподаватели, которые, отучившись, получив высшее образование, не имеют этого дара быть учителем. У меня этого дара, не знаю, к сожалению или к счастью, но нет. Поэтому я и не пошла. Чего не умею, того и не делаю.
Нет. 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 Все равно нужен. Нет. Есть такое, да? Естественно, любые посиделки переходили в обсуждение школьных дел. Было. Дорогие зрители, благодарю за просмотр. Действительно, мы, учительские дети, категория особая. Очень надеюсь, что вам понравился выпуск и искренние ответы моих гостей. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки, комментарии, делитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями и коллегами. До новых встреч!